Хайырлы күн, хөрмәтле кунаклар. Добрый день, уважаемые участники видеоконференции. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашей презентации. Уважаемые участники видеоконференции, надеюсь, вы нас слышите и хорошо видите. Огромная просьба перед началом нашей видеоконференции. Мы вас просим отключить свои микрофоны. Сегодня библиотека для слепых пригласила вас на презентацию проекта по созданию многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа. Народные музыкальные инструменты для незрячих». Уважаемые друзья, все с вами понимаем, в связи со сложившейся нашей ситуацией, в связи с пандемией, мы вынуждены проводить нашу презентацию в онлайн-формате. Конечно, у нас были запланированы выезды в Челябинскую область, город Челябинск, но тем не менее мы рады, что сегодняшние инновации позволяют нам с вами встретиться в столь прекрасном и интересном формате и пообщаться вместе. А сейчас я хочу перейти и рассказать, презентовать вам наш прекрасный проект. Данный проект победил в конкурсе грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области искусства и культуры. Настоящий проект направлен на внедрение инновационных форм обеспечения полноценного доступа к информации краеведческого содержания незрячим и слабовидящим пользователям. Конечно, он является логическим продолжением целенаправленной проектной деятельности Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. Созданием многоформатных пособий на протяжении многих лет занимается наша библиотека, и мы уже не раз представляли такие работы, но именно эта работа заслужила и победила в конкурсе грантов президента Российской Федерации. Уважаемые друзья, все мы с вами прекрасно знаем, что язык музыки, он понятен человеку любой национальности, даже если он имеет какие-либо физические недостатки, в том числе и недостаток зрения, который мешает ему абсолютно свободно перемещаться или поехать в другой город, или же приехать в столицу нашей республики и посетить какой-либо концерт лично. Незрячий человек слышит музыку, у него есть желание ее слушать, но в силу физического ограничения он испытывает недостаток доступа к музыкальным произведениям. А искусство, именно искусство, это универсальное средство выразительности, которое создает мосты между языками и национальностями, культурами. И, конечно, мы понимаем, что в галереях и музеях далеко не всегда доступны всем, особенно для слепых и слабовидящих людей. Они исключаются из этого момента и не могут полностью всецело окунуться в мир искусства. А учитывая тот факт, что во всем мире насчитывается около 250 миллионов слепых и слабовидящих людей, внушительная часть населения Земли не получает такой возможности вовсе. Однако современные инновации постепенно делают искусство инклюзивным. Республика Башкортостан представляет собой уникальный заповедник музыкальных инструментов. К примеру, курай, кубыс, кыл-кубыс. Они существуют в бытовом музицировании, а не только в фольклорной экзотике туристического бизнеса. У нас до сих пор сохранились нетронутые уголки национальной культуры, где исследователи находят, казалось бы, навсегда утраченные музыкальные инструменты. Многоформатное музыкальное издание «Душа башкирского народа. Народные инструменты для незрячих пользователей» Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых включает в себя и тактильный, и аудиовизуальный комплекс укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом и, конечно же, звуковой вариант. Можно прослушать на башкирском и на русском языках посредством наведения указки на аудиостикер. И, конечно, она проиллюстрирована рельефно-графическими изображениями
и дополнена трехмерными макетами объектов, описываемых в издании. Позже у нас с вами будет возможность еще поближе познакомиться с нашим пособием. А сейчас я продолжу вас знакомить и рассказывать о нашем пособии. Для озвучивания текста на башкирском и русском языках были привлечены профессиональные дикторы. Для качественного выполнения данной части проекта использовалась звукозаписывающая студия Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусайновича Курпатшина. Это многоформатное издание, в него встроены аудиостикеры, на которые записан озвученный текст, а также мелодии, которые были исполнены на башкирских народных инструментах курай, кубызи и калкубызи. При наведении кончика гаджета говорящей ручки, я сейчас вам сразу ее покажу, говорящие ручки на изображенный народный музыкальный инструмент, с помощью этого мы с вами сможем прослушать мелодии курая, кубыза и калкубыза. А на 3D-принтере каждому пособию были изготовлены макеты народных башкирских инструментов, которые с наиболее точностью воспроизводят естественные признаки этих предметов. Хочу вас познакомить с макетом калкубыза. Мы вам еще поближе покажем, надеюсь, видно. С помощью 3D-принтера была создана форма, конечно, объем, фактура, она полностью повторяет. И вот сегодня специалисты, которые играют на данном инструменте, заметили, что очень похож инструмент. 3D-макет инструмента очень похож. Хочу сказать, что эти пособия позволят и позволяют нашим читателям активизировать все органы восприятия, звуковое, осязательное, визуальное для слабовидящих в процессе познания этого информационного пространства. Здравствуй, Гульшан! Здравствуйте, зрители! Какой интересный проект! Оказывается, у башкир было много музыкальных и народных инструментов. Здравствуй, Айгуль! Это действительно так. Ты знаешь, Айгуль, башкирская инструментальная культура – это наследие, уходящее своими корнями в глубокую древность. Ее изучение началось сравнительно недавно, можно сказать, более 100 лет назад. Но тем не менее мы с тобой становимся свидетелями рождения такой истории, музыкальной истории. И первые материалы показали, что речь идет о народности, которая, несмотря на многовековую соопределенность с множеством культур, сумела все-таки сохранить этноним башкор и не раствориться в множестве этнических групп Поволжья и Урала. Исторически сложилось так, что из доступных музыкальных инструментов башкиры отбирали самые мелодичные и наиболее отвечающие эстетическим потребностям народа и, конечно, позволяющие исполнять разветвленную мелодию в широком амбикусе со своей специфичной орнаментикой. Вот, например, ты знала, Айгуль, что традиционное исполнительство на кубызе также направлено на подчеркивание мелодичного обертона. Ух ты! Я много слышала мелодий в исполнении курая. Но что из себя представляет этот инструмент? Из чего он сделан? Расскажи мне, пожалуйста. С удовольствием, конечно же. Итак, курай. Курай – это башкирский национальный духовой и музыкальный инструмент, разновидность открытой продольной тростниковой флейты. Традиционно он изготавливается из срезанных и высушенных стебелей уральского репроплодника. Но смотри, следует отличать курай от татарского народного инструмента с таким же названием, но по сути являющимся свистковой флейтой. Курай используется как сольный и ансамблевый инструмент. О происхождении курая существует множество башкирских народных легенд и сказок. Например, в легенде «Курай» юноша пошел навстречу звукам и увидел, как тростниковое растение издает на ветру нежный мелодичный звук. Юноша срезал тростник и приложил к губам и заиграл. Ничего себе! Ты сказала, что курай упоминается в сказках и легендах? Ну, конечно же.
Я тебе позже расскажу еще одну легенду, а сейчас предлагаю и тебе, и нашим гостям насладиться прекрасными мелодиями Курая. Для вас звучит композиция «Икзаков». Спасибо большое за такой музыкальный подарок, музыкальное приветствие. Айгуль, тебе понравилось? Мне очень понравилось. Смотри, Айгуль, ты спрашивала, в каких легендах еще упоминается Курай, правильно? Да. Вот смотри, Курай является одним из самых древних звуковых инструментов, и он упоминается в древних башкирских эпосах Акбузар, Ара-Юрга, Заядуля, Хангау-Хавау, башкирской легенде об Ахташе. На секундочку, эта легенда датируется эпохой царя Искандера, то есть Александра Македонского. Представляешь? Ух ты! Народные мелодии Санрау-Турна, звенящие журавли, исполняемые на Курае более 1000 лет. Хочешь послушать эту мелодию? Да. Так, внимание, на экран.
Спасибо большое. Действительно, мы с вами стали свидетелями и прослушали уникальную мелодию, которой, напомню, более 1000 лет. Айгуль, знаешь, я с тобой и нашими гостями хочу поделиться размышлениями одного очень известного кураиста. Хочешь послушать? Конечно, я бы с удовольствием послушала. Вот смотри, что он говорит и рассказывает о Курае. Несмотря на то, что об этом уникальном духовом инструменте сказано очень много другими авторами, это и статьи, и диссертации, я хочу поделиться своим мнением. На первый взгляд, это простая дудочка с 5 отверстиями, но звук, который извлекает из нее музыкант, поистине поразителен. В нем мы слышим глубокую древность и тревожность. Происхождение Курая уходит в очень давние времена, и на протяжении всех веков он видоизменялся под влиянием быта башкир. Курай — это не просто музыкальный инструмент, это история и философия башкирского народа. Меня иногда спрашивают, можно ли научиться играть на курае. Извлекать звук и исполнять простые мелодии может в ресторане научиться каждый. Хотя я знал таких людей, которые месяц не могли извлечь звук и потом бросали учиться на игре. Но вот здесь очень важно сказать, что по-настоящему играть мелодию на курае и понять сущность, интонацию исполнения башкирской песни может только башкир. Потому что курай, как музыкальный инструмент, он очень генетичен с башкирским народом. Мелодия курая близкозвучна башкирской речи. Это два никак не отделимых понятия курай и башкир. Браться за исполнение башкирской мелодии людям другой национальности нужно очень осторожно. Нужно сначала понять душой и сердцем башкирскую песню, знать историю башкирского народа, предания, легенды и весь фольклор. И тогда будет успех, сказал известный кураист. Ты будешь пробовать учиться играть на курае? Я бы с удовольствием, если меня научат. Гульшат, расскажи еще о каких-нибудь башкирских инструментах. С удовольствием. Я хочу тебе рассказать о башкирском кубызе. Башкирский кубыз – это язычковый музыкальный инструмент типа варгана у башкир и волжских татар. Народный музыкальный инструмент. Изготавливается он из дерева или металла. Кубыз является одним из древнейших музыкальных инструментов. Традиционный башкирский металлический кубыз состоит из фигурного основания, отходящих от него двух слегка сужающихся концов, то есть деков, и упругого стального язычка. Хочешь послушать мелодии, исполняемые на кубызе? Да. Для вас звучит башкирские народные мелодии на кубызе. Спасибо большое. На кубызе исполняются плясовые наигрыши и звукоподражательные мелодии. Используется он также как сольный и ансамблевый инструмент. Кубыз – древний, самый древний музыкальный инструмент, ему посвящены сотни исследований, но все равно в его инструкции, конструкции и звукоизвлечении даже в наших синтезаторах и компьютерах есть очень много привлекательного, приковывающего внимание солидных ученых и молодых исполнителей. Инструмент известен во всем мире под многими названиями, которым можно посвятить, конечно, целую монографию.
Его внешний вид может быть весьма разнообразным, но единым остается способ звукоизвлечения и предназначение – это индивидуальное музицирование. Для вас звучит композиция Перовской на кубызе. Миша, я очень люблю слушать сказки. Но у кубызе есть тоже сказки и упоминания об этом? Конечно же, Айгуль. Устное башкирское поэтическое творчество бережно хранит образ юноши, который изобрел кубыз и стал знаменитым исполнителем. Однажды в давние времена джигиты и девушки организовывали разные игры. Пели, плясали, играли на курае. И особую прыть в этих играх проявлял Биг-бай, обладающий разными способностями. Однажды он взял и смастерил себе кубыз из клена и научился играть на нем плясовые мелодии. Когда молодежь выезжала в поле, то пела и плясала под его кубыз. Как-то Биг-бая пригласили на егем. В то время, когда он играл на кубызе, все девушки плясали под его музыку. Старшая дочь Биг-бая Бая Гулизм, не отрывая взгляд, смотрела на него. Биг-баю тоже нравилась эта девушка. В знак своего расположения он подарил ей свой кубыз. А в другой башкирской легенде рассказывается о том, как благодаря игре на кубызе молодая женщина покорила сердце парня. Едва оставшись одна, Яухара откинула с лица покрывало, достала из-за нагрудника кубыз и стала на нем наигрывать. Парень, затаившись в кустах, так и замер в изумлении перед ее красотой и необыкновенной игрой на инструменте. Необычный взрыв популярности кубыза у молодежи, появление многочисленных молодежных ансамблей и традиционной музыки говорит, конечно же, о том, что в мире кубыза еще немало неизвестных страниц. Спасибо тебе большое. Я так много узнала о кубызе. А еще расскажешь о народных музыкальных инструментах Башкирии? Конечно, расскажу. Сейчас я хочу рассказать тебе еще об одном уникальном музыкальном инструменте акыл-кубызе. Кыл-кумыр, кул-кулма-кумыр. Это башкирский струнный смычковый музыкальный инструмент, является древним родственником скрипки. Только при игре он не прикладывается к плечу, а ставится на колено вертикально. Кыл-кубыз сегодня редко встречается в музыкальном быту башкир, его заменила скрипка, которую многие пожилые исполнители держат вертикально, подобно старинному прототипу. Различают два типа кыл-кубыза с прямым грифом и лукообразным грифом. Хочешь послушать прекрасные мелодии, издаваемые и получаемые из кыл-кубыза? Да, конечно. Для вас звучит композиция «Турат Сагалов».
Спасибо большое, Бога. Прекрасно звучит колокобыз, да, Игорь? Да, правда. Известный ученый, исследователь Петр Симон Паллас писал о колокобызе. Звуки оного, когда по струнам из лошадиных волос смычком, из онов же волос сделанных поведешь, подобный лебединому звуку, как и сам инструмент форму лебедей. Так он говорил о колокобызе. Какой интересный инструмент. Ведь мне кажется, он очень похож на скрипку. Да, действительно, но знаешь, говорят, что совсем в давние времена колокобыз был основным инструментом шаманов, знахарей и заклинателей. Считалось, что тягучая музыка связана с потусторонними силами. Обыкновенный человек не имел права даже прикасаться к этому инструменту, и из суеверий не разрешалось продавать инструмент. Изначально звуки колокобыза сопровождали обряд изгнания злых духов при лечении больных. На нем исполняли также протяжные напевы, и ритуальные мелодии. Рядовым людям не разрешалось дотрагиваться до этого инструмента. Но упоминание об этом инструменте встречается в башкирском эпосе «Заятулятная колоколой». Он также применяется как сольный и ансамблевый инструмент. Для вас звучит композиция «Кумар Була». Спасибо большое, уважаемые друзья, Айгуль. С вашего позволения, я сейчас хочу вам продемонстрировать и поближе вас познакомить с нашими пособиями.
что вы действительно смогли убедиться, что мы с вами беспрепятственно с помощью аудиостикеров, с помощью говорящих ручек можем послушать, посмотреть данное пособие. Я вам говорила ранее, что были созданы специальные макеты на 3D принтере. Вот посмотрите, Айгуль, посмотри, кубыс похож на настоящий? Конечно, очень похож. Действительно, на самом деле, вот помнишь, я тебе говорила про как он устроен, и он полностью, точностью повторяет форму кубыза. На нем даже можно поиграть, я думаю. Позже ты сможешь. Хорошо. Вот, например, я вам говорила, что с помощью говорящей ручки, вот она у меня в руках, я ее включаю, мы с вами сможем послушать мелодии, которые представлены у нас в наших пособиях. Смотрите, я просто навожу ее на аудиостикер. Тут представлены несколько вариантов мелодий. Мы с вами с легкостью сможем послушать, конечно же, и другую мелодию, которая будет звучать на кубызе. Сейчас. Видимо, видишь полностью, Айгуль, чтобы ты смогла насладиться мелодиями кубыза. Также мы с тобой можем послушать и с вами, дорогие друзья, и другую мелодию игры на кубызе. Как тебе? Интересно. Надеюсь, я когда-нибудь смогу так же играть. Конечно же, если у тебя есть желание. И как я уже говорила, что наше пособие, оно полностью соответствует для незрячих слабовидящих людей. Вот представлены и рисунки, рельефно-графические рисунки. Ты можешь ощутить, потрогать эти рисунки, ощутить, что там нарисовано, прочитать рельефно-графические рисунки, посмотреть, прочитать шрифтом Брайля, ознакомиться и полностью вникнуть в музыкальную историю башкир. Прочитаешь это пособие? Конечно. Мне кажется, нашим читателям это тоже очень сильно понравится. Конечно же, наши читатели смогут прийти к нам в библиотеку, познакомиться с этими великолепными пособиями. А также, уважаемые друзья, я хочу вам сказать, что данные пособия, многоформатные пособия в подарочном пакете будут переданы в филиалы библиотеки для слепых города Бери, Белорец, Стретомах, муниципальные тифлоцентры республики, город Нефтекамск, Октябрьский, город Салават, Кульмазы и Кумертау. Для незрячих пользователей Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. Так что, уважаемые гости, ждите наши подарки, ждите. Совсем скоро вы сможете ощутить, потрогать, послушать и близко познакомиться с нашими пособиями. Вот мы с тобой послушали все эти инструменты, но мы с тобой их слушали в сольном варианте, не так ли? Да. А сейчас, в завершении сегодняшней нашей презентации, я хочу пригласить к нам наших артистов на эту сцену, и они, и вы сможете прослушать, как же в ансамблевом варианте звучат эти прекрасные наши народные инструменты. Для вас звучит композиция, башкирская народная композиция «Казачья».
Дорогие друзья, конечно, давайте поприветствуем и поблагодарим наших артистов, которые сегодня порадовали нас такими прекрасными мелодиями на наших музыкальных инструментах, народных музыкальных инструментах. Шарагазин Загир, Шарагазина Гульсасяк, Мирмухаметова Альбина и Суиндыкова Гульфия. Спасибо вам большое. Этой прекрасной мелодии мы завершаем сегодняшнюю презентацию. Уважаемые коллеги, друзья, мы рады, что сегодня были с нами на связи. Желаем вам здоровья, желаем вам процветания. Приезжайте к нам в гости в Уфу, конечно же, когда ситуация разрешится, мы будем ждать. Ну и, конечно же, как я уже вам говорила, ждите от нас подарочки. Кого я назвала, вы все получите в подарочных пакетах наше прекрасное пособие. До новых встреч, до свидания.